стратеги 21 века в сравнении с этими стратегами Сунь Цзы, Клаузевиц, Жамини и прочие Мольтке – сущие подмастерья. Речь идет о стратегии в уголовном мире. Стратегии братков собирается, например, банда распиаренного япончика на разборке, скажем, с чеченской группой. Поджилки у воровского стратега трясутся. Надо собрать как можно больше боевиков-уголовников против непобедимых чехов, а желающих мало. Что делать? Япончик обращается к своим кураторам из МФТ за помощью, и те высылают батальон до зубов вооруженных мусоров в место, где забита стрелка. Так было на одной из разборок япончика, где я лично принимал участие с чеченской стороны. Приезжаем чеченцы, на стрелку выходим из авто, становимся друг против друга. Сулейманов Хоза, наш главный, идет навстречу к Иванькову япончику. Тот выходит из Мерса, делает несколько шагов навстречу к Хозе и, воровато озираясь по сторонам, останавливается в шаге от своего авто. Тут же раздаются сирены подъезжающих ментовских машин, и нас окружают 2025 машин. Нас окружает батальон мусоров с калашами наперевес. Современной братве отныне нет надобности прибегать к подобным сучьим методам. Уголовный гений российских госмужей Керимова и Барахоева пришел в оплодотворяющее соприкосновение с беспринципностью кремлевского воина, в результате чего и родился этот супер-гипер-нано-сучий метод, успешно опробированный на торговой фирме Вайлдерис. Многомиллиардный бизнес будущего рогоносца Бакарчука решили отжать означенные стратегии. Ловкий Дон Жуан, некий Роберт Мирзоян, подручный Керимова, охмурил многодетную супругу Бакарчука, на которую доверчивый бизнесмен оформил 99% акций предприятия, оставив себе символический 1%. 7 совместных детей и завсегдашняя покладистость супруги давали ему надежду на верность жены. К тому же выставить ее, как успешную бизнесвумен, тоже, согласитесь, рекламный ход для фирмы. Но фальшивая бизнесвумен на поверку оказалась женщиной с пониженной социальной ответственностью. Ввергнув мадам Бакарчук в пучину разврата, неотразимый Дон Жуан уговорил ее отдать предприятие Керимову. Описание схем отжатия уже многожды описаны и живописаны, посему опустим это для ясности сути стратегии войны Керимова-Барахоева. Итак, дело почти готово, но ни по понятиям, ни по законам государства у банды Керимова нет оправдывающих аргументов. К тому же назревающий конфликт густо замешан на блуде фальшивой бизнесвумен. Рогоносец обратился за помощью к своему давнему корешу и спонсору непробиваемому Рамзесу Кадырову, деньги которого и были первоначальным капиталом Вайлдериса. Представляю, в какие тяжелые думки погрузились Вайна с Керимовым. Конечно, в случае чего можно бы прибегнуть к завсегдашней стратегии япончика Иванькова, попросить подмогу у МФТ. Но тут, как понимаете, новые реалии случились, государства российского давно нет, все силовые структуры сгнившей империи зла обслуживают исключительно интересы Путина, Кабаевой, проституток Абрамовича и собачек Шувалова. А у Рамзеса Кадырова мотивированная армия бойцов, которые могут поставить в позу прачки Вайна и всю силовую обслугу кремлевского Чикатилы. Вот тут и родилась уголовная стратегия Вайна Керимова-Барахоева. Подгадав удобный момент, когда рогоносец Бакарчук пришел в свой офис, дорогу ему преградили 2 ингуша. Причем здесь ингуши? Возопит наивный читатель, речь о бандитской разборке с обеих сторон. Не нужно эмоций, дорогой читатель. Это вам так видится. А Барахоев узрел в этом неиссякаемый потенциал подмоги стороне бизнесвумен с пониженной социальной ответственностью. Барахоев устроил мокруху с гибелью 2 ингушей. И пошло-поехало. Делу придали межнациональный характер. Чеченцы убили ингушей. Усекли, тут подрядились славные оперы ВСП. Ингушетию всеми аудиовизуальными средствами империи осведомили о злодействе чеченцев против ингушей. Гробы с телами убитых в аэропорту уже встречали всем оскобленным ингушским народом. Описание дьявольских плясок Сиражди Султыгова, Богослова Чумакова и сотен менее знатных чеченоненавистников требуют отдельного живописания. Словом, ингушей, погибших в разборках за интересы мадам с пониженной социальной ответственностью, объявили шахидами. Особо рьяные ингушские богословы призывают мобилизовать все наличные силы ингушского народа. По сути, на подмогу банде Вайна Керимова-Барахоева Мирзояна и примкнувший к ним достохвальный бизнесвумен. Как видите, стратегия банды Вайна гениальна.